На кадрах мэры городов и акимы со всех районов страны. Они оставляют свои сотовые телефоны перед сдачей государственного тестирования. Так чиновники проходят проверку на знание законов страны. Тестирование состоит из 60 основных и 50 дополнительных вопросов. На все про все час и 15 минут. Мы сегодня сдаем тесты на знание законов и на психофизиологическое состояние. Для прохождения первого этапа нам дали 3 часа, для второго этапа 75 минут. Мне попались вопросы относительно законов, связанных с амнистией земель. Руководители ежегодно проходят подобную проверку на свои профессиональные качества и уровень знаний. Но с прошлого года им добавили еще и психологический тест, на который отведено целых 3 часа. Всех чиновников ждут 350 вопросов. Ответить нужно на все. Я проходил это тестирование и в прошлом году, и также проходил при подготовке на свою должность. Вопросы сегодня были разными. Некоторые повторялись по нескольку раз, чтобы мы не могли избежать честного ответа. Данный мультипсихологический тест способен определить ментальное состояние человека, как отметил директор Госагентства по делам госслужбы. Результаты остаются анонимными и будут переданы в администрацию президента. На сегодняшний день мы проводим в тестировании 43 акима, это 100%, и 13 мэров городов областного значения, это получается почти 96%, одного не хватило, он приболел. И по итогам тестирования данный тест мы никому не даем, мы даем руководству правительства Крымской республики, и они сами уже определяют уже дальнейшего использования. Подобные тесты помогают оценить как компетенцию, так и узнать психологический портрет чиновников. Самое главное, в создании портрета не участвуют живые люди. Все анализирует искусственный интеллект. Созданный образ будет синтезирован на основе ответов респондента искусственным интеллектом. Биздин өзүбүз жактан психологик жактан өзүбүздү кандай алып жүрөбүз, коомду кандай жагдайларда кайсы учурда туура чечим кабыл алыш керек деген смыслдагы көп суроолор экен. Муну арасында кичине башты айланта турганда суроолор бар экен. Келечек иштерибизге байланышкан суроолор болду. Эми ар бир жетекчи, ар бир мамлекеттик кызмат такай өлкөбүздө болуп жаткан мыйзам чыгаруу тармагындагы ушундай нормативдик документтердеги өзгөрүүлөргө такай биз процессте болушубуз керек. Стоит отметить, что такое тестирование помогает выявить пригодность государственных служащих для руководящих должностей, определить психологическую стабильность в коллективе, склонность к конфликтам и даже выявить признаки депрессии. Мадина Низамова, Аймерим Назарова, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.